Кунак ишегеңне ачса, йөзеңне ачты татар халык мәкале. Дуслар, барыбыз да елмаеп йөзебезне ачабыз да TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруын башлап җибәрәбез һәм бүгенге кунагыбызны каршы алабыз. Җәмәгать, кунагыбыз студияга кергәнче бер генә әйтеп куясым килә. Бүгенге тапшыруыбыз безнең рус телендә барачак. Ни өчен дигәндә, безнең кунакка татар теленә караганда рус телендә аралашу, сөйләшү, аңлашу күпкә җайлырак. Шулай булгач, әйдәгез бергәләшеп каршы алыйк татар эстрадасы артисты, җырчы Анастасия Макарова. Анастасия, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я уже обозначил, что мы сегодня будем говорить на русском языке. Хорошо. Вам удобно на русском языке? Очень, Все, спасибо. Хорошо. Ну, как всегда. Да, я гости у нас принесла вам приходят, подарок. Принесла чак-чак. Хочу рассказать, почему принесла именно чак-чак. Вот мне интересно, почему Потому именно чак-чак? что все детство, татарский язык и татарский народ у меня ассоциировался именно с чак-чаком. Для меня это было самое вкусное блюдо из татарских национальных. Почему же было только? Было и есть, наверное, и остается. Потому что я сейчас очень редко кушаю сладкое. Да? Это в смысле связано с фигурой, чтобы там... Со здоровьем, с фигурой, конечно. Ну, я думаю, вообще, 100 грамм, там, чак-чака никогда даже не получается с утра пораньше, да? Вместо круассанов там всего так. Можно такой вопрос задать, раз уж вы такой принесли? А вы знаете, как будет гостиница по-татарски? Куштане. Ой, молодец, прямо. Куштанеш, это прям самое такое татарское слово, где там 3 буквы, там, куштанеш. Из чего состоит чак-чак, вы знаете вообще? Да, это мука, Молодец. мед, и я думаю, что еще яйца. Да, и еще вот последний, 4-й компонент остался. Мой! Масло. Молодец, все, садись 5. Итак, куштанешны кабыл иттек. Настя, я, наверное, должен объяснить условия нашей, можно сказать так, игры, нашей передачи. Наши телевизионные зрители отправляют свои рецепты на нашу передачу, да? Я сейчас покажу вам рецепт, фотографии, вернее. И вы по этой фотографии должны будете сделать прям точно такое же блюдо во время нашей передачи. Интересно. Если в конце передачи ваше блюдо получится точно таким же, как на фотографии, то главный приз от нашего генерального спонсора Кукмарского завода металлопосуды, вот эта посуда, вот эта сковорода будет вашей. Если же ваше блюдо не так получится, не так, где-то что-то не так, не доварилось, не дожарилось, да, я даже еще сам пока не знаю, что за рецепт, да, то эту сковороду мы отправляем этому зрителю. Зрителю, который отправил, то есть здесь крэш, да, крэш это борьба, то есть вы сейчас будете бороться вот за эту сковороду. Хорошо. Хорошо? Давайте попробуем. Договорились? Итак, внимание на экран, мы сейчас познакомимся, кто же отправил этот рецепт для Анастасии Макаровой. Бурмистров Игорь Наилулы 1989 елны Жәлил бистәсендә туган. 2017 елдан бирле Әлмәт шәһәрендә яши. Жәлил нефть идарәсендә инженер булып эшли. Өйләнгән, хатыны Эльвира, улы Роберт. Ялларда һәм буш вакытларында балык тотарга, сафхавада йөрергә һәм яраткан гаиләсен тәмле ризыклар белән сыйларга ярата. Ашарга пешерергә студент вакытларында өйрәнгән. Файдалы һәм үзенчәлекле ризыкларга өстенлек бирә. Тормышка, егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем белән карый. Итак, мы познакомились с вашим оппонентом, получается, да? Но что интересно, у нас вообще очень редко мужчины присылают вообще рецепт. Очень редко. Совсем крайне редко. Вот сегодня именно тот случай, когда рецепт отправил, тем более еще Игорь. Игорь Бурмистр, да, он, наверное, знал, что будет Анастасия Макарова. Итак, можете взглянуть, что он отправил. Вот такое блюдо. На первый взгляд даже непонятно, да, что это такое? Непонятно. Мне тоже непонятно, но мне объяснили вот так. Нашептали, ага, да. Здесь получается у нас рис. Это вообще запеканка. Это своего рода запеканка. Вроде бы не мясо, рыба. Не мясо, не рыба. Рыба, внизу рыба. Рыба, что-то еще можно сказать, да, морковь, по-моему, помидор или что-то тут такое еще. Ну, сейчас, да, и рис, сверху рис. Рис сверху? Сверху, ну я уж, обычно, когда запеканка, сверху что уж на рис обычно, на рис. Сыр. Берут сыр вот так. Да, рис, сыр. Плавленый сыр, по-моему, да, как бы расплавили. А не рецепта сложно не будет? Рецепта не будет. Да что тут рецепт, я сам примерно знаю. Раз, рыбу. Но вы мне поможете? Конечно, я помогу, Игорь, тебе. Да, чтобы ты именно выиграл. Мужская солидарность, как говорится. Ладно, все хорошо. Итак, если вы готовы. Да, я готова. Анастасия, мы тоже готовы. Давайте, поехали. А мне как? Тәмле көрәш башланып китте. Вот так. Итак, Анастасия,
все, что вы просили на столе, пожалуйста. Хорошо. С чего же вы начнете? Мы начнем с рыбы, так как она у нас внизу. Мы начнем ее нарезать. Нет, мы так начнем как с она того, у нас что мы пойдем. с нижним слоем, да. Но Ловить рыбу, сначала, я так. но сначала маслом, я так понимаю, что маслом мы должны смазать вот эту емкость. Я вообще не имею права вам подсказывать. Да? На самом деле, да. Ну, вообще, да. Вы же я обещали помогать. Я обещал помогать Игорю. Да. Я Игорь. Ну, кстати, вот так я первый раз вижу, чтобы там... За Я всю свою хотела жизнь, свою дозированно. 70-летнюю жизнь первый раз вижу. дозированно и да. красиво сделать это. Просто я боюсь лишнего Ничего себе, налить. это где вас так научили? Так прям Ладно, давайте. все пробирка только, Попробуем да? так. А на глаз нельзя? Ничего, если там... Я боюсь Чуть-чуть. налить лишнего, потому Да что ладно, я знаете- не люблю, когда слишком много масла в Знаете, блюде. давайте вот так. Я вас сегодня немного буду учить немного татарскому тоже, да? Ой, как вот таким давайте. пословицам. Есть такая татарская пословица «мой баткана бызмый». То есть и на русском тоже есть маслом кашу. Не испортишь. Ой, молодец, прямо, да, поэтому у нас дети такие выросли, скажем так, в советское время, да, все там масло, масло, масло. Итак, Так, мы Ага. смазали емкость Всё, маслом. конечно. Дальше приступаем к рыбе. рыбу мы поймали уже. Да, рыба Да. красная у нас. А что это за рыба, кстати? Вкусная? Это рыба вкусная, это красная рыба, да. Горбуша. Так, почему-то она у нас сломалась. Не, нормально, в принципе, что, просто разложить и все. Анастасия, давайте вот так, я у вас буду еще раз спрашивать про вас, про Давайте. вашу биографию, потому что мы с вами еще до этого не виделись. Да. У нас есть такие артисты, которые уже на нашей передаче побывали уже раз 5, наверное, да? Ну, тем более вы еще делаете свои первые шаги в татарской эстраде. Мгм. Так ведь? И получается первый вопрос. Откуда Давайте. вы? Вы Казанская, городская, из Татарстана, нет? Откуда ты? Я из Верхнеуслонского района, Ну, то есть 50 километров. от Казани. деревня Русская Макулова. Так, выросла в семье. В семье, в Инженера. которой 5 детей. Серьезно? Да, я самая старшая, поэтому как нарезать рыбу я знаю. Понятно. Ну, самые старшие, они всегда такие бывают, самые строгие, как бы на них ложится вся ответственность, получается, за 4, за остальных детей, да? Приходилось, получается, нянчиться со всеми. Да, А, да. а младший сколько сейчас? Младшему или младшей? Самой младшей сестренке сейчас 7 лет. А у вас кто? Девочка, мальчик? У меня 3 сестренки и братишка. Один. То есть один пацан, Да. получается, и 4 девочки. Да. Хорошо, этому пацану, мальчику, наверное, да? Всю женскую работу там выполняет, ну, вообще живет, наверное, как король. Слушай, так, и И, окончила школу, да, я окончила школу, 11 классов. музыкальная школа. Музыкальную школу тоже окончила с По классу? красным дипломом. Вау. По классу фортепиано. Все, хорошо. Вот, я вообще хорошо училась в школе. Гаммы, Шопен, Шуберт, это все вам знакомые, этюды, полифония и все такое. Да. Так, дальше, а потом? А потом я поступила в институт МВД, МВД. в котором проучилась 2 года. Проучилась и... И ушла оттуда учиться в консерваторию. Серьезно? Да, Консерватория, класс вокала, я так понимаю. да. Но На из данный момент, то есть вы консерватории сейчас я... учитесь в консерватории. Нет. Сейчас я учусь в другом учебном И заведении. консерватория тоже, что ли, В там? этом году быстренько получаю закончила. высшее образование уже, то есть диплом о высшем образовании. И занимаюсь секрет, у самых где? лучших преподавателей. А вот это пока секрет. А, вот это секрет, хорошо. То есть за плечами и МВД, и консерватория. Консерватория. Да. Ну, слушайте, как-то так интересно складывается жизнь, да? Прям, ну, молодец. У нас же говорят, поступил, доченька, надо доучиться, надо дотерпеть. Но я на самом деле очень нетерпеливая, я этому только-только учусь. Терпению. Поэтому, вот, да, терпению я еще только учусь. Так. Ну, что-то же, наверное, все равно МВД там дало, да? Конечно. Честно, что там, дисциплина или что? Дисциплина, какие-то определенные знания все равно. Например, как собирать пистолет ТТ, там... А я, если- кстати, Вы собираете, вы стреляете из оружия мы вообще? занимаемся с продюсером профессиональной стрельбой и состоим в Ассоциации стрелков Российской Федерации. Стендовая стрельба или... Нет, это из пневматического пистолета. А для чего это? Вдруг в жизни Просто- пригодится, да? Просто Просто нам интересно. это интересно. Так, ну ладно, дальше. Раз уж речь зашла о продюсере, да, ваш проект, ну вообще было как-то, с одной стороны, у многих татароязычных, наверное, скажем,
у зрителей, да, у слушателей вопрос такой Анастасии Макаровой. Я первый раз когда слышал, я думал, наверное, ну как, крещеный татарка, да, у нас очень много. Да, Вадим да. Захаров, у нас много таких, да, как бы. Фамилия, имя русское, а поют на татарском языке. Ну так вроде прислушался, так, ага, ну есть, короче, чуть немножко такой акцент. И не татарка, это точно. Я не татарка. И Я родители? русская. Родители не татары. И по-татарски дома никто не говорит. Нет, Получается, конечно же, раз никто не татар, говорит. да? Логично. А почему, чем это было вызвано, то что? Почему Это вообще, было вызвано- почему пришли на татарскую эстраду, да? Это Чего было вы тут вызвано делаете? тем, что мой продюсер, она татарка. И мы очень часто слушали татарские песни. Так. И как-то зашел разговор о том, что когда-нибудь я спою песню для нее на татарском языке. Так. Но это стало какой-то эстафетой для меня, что мне это нравится, я учусь, я получаю какие-то новые знания, я обретаю какой-то новый опыт, и поэтому мне все это интересно, и поэтому я иду дальше. Именно на татарской эстраде, именно этим мы и занимаемся. Просто, с одной стороны, есть такой логичный как бы, вопрос, да, а аудитория русскоязычная, да, она очень обширна, чем татарская, поэтому как бы... Безусловно. Да. У меня есть русские Может, песни. было бы там, да, вот на Очень русском есть. много русских песен. Есть У меня проект, есть. как бы, параллель, который вот Конечно. там, под каким-то никнеймом, может быть, другим Конечно. там, да? И многим русскоязычным слушателям, которые слушают меня, нравятся мои татарские песни. Они добавляют в плейлист, слушают, пишут отзывы. То есть людям нравятся мои песни, не только татарам. Хорошо, а если русскоязычные песни, они тоже, собственно, то есть они уникальные, они эксклюзивные? Конечно. Специально для вас написаны или это перепевки? Там? Тексты пишу я сама. И на русском? На русском языке тексты пишу я сама, да. Вон оно что. Да, не пробовали сочинять? Может, вдохновение не приходило, когда там? Ильхам. Вдохновение у нас по-татарски Ильхам, да? Ильхам. В Форте, да. Есть такое мужское имя Ильхам? Ну, Ильхам Шакиров, Да, не знаете. Ильхам да? и Шакирова И знаю. Ильхам это вдохновение, как бы там. А? В ближайшее время я хочу пойти учиться композиции, как раз сочинять музыку, Человек, который всю жизнь учится. потому что сейчас пока я не наделена этими знаниями. Ну ладно. Как говорится, дай бог, Вирсен ходай, Спасибо. по-татарски говорят, да. Ну ладно, дальше так продолжаем. Мы Рыбу нарезали да. рыбу. Вот, очень Смотрите, красиво, да, вот. все, уже почти, можно уже есть. Да, почти, Тут еще практически. чуть-чуть осталось, да, я Ладно, отвлеклась. ты можешь оставить. Итак, дальше. Дальше я Ладно. думаю, что мы сейчас поменяем доску, да, Да, и мы туда- начнем резать лук. А морковь мы натрем на терке. Ага, и я еще скажу, да, то, что у нас рис готовится уже. Да, кстати, получается, рис да, скоро будет в готов. пароварке уже сейчас рис доготовится. Bizning do'stlar do'konga pishirga qo'ydik. Vaqt uzoq qolmasdan shu shunday hozir ularni yeb qo'yamiz davomida. Ondan so'ng ustuna ham duxovkaga tashlab. Ketdik. Ya do'stlar, bizning eletamli kurashimiz davom etyapti. Bizning dugi pishib chiqdi paravarkada. Paravarka endi siz bilasiz, Mili kompaniyasini bizlar ular to'g'risida сөйләшеп olamiz. Итак, Настя у нас сейчас делает что? Выжимаю лимон на рыбу. Это делается для того, чтобы рыба не разварилась, да? Да. Вот. И молодец, какая умная. Итак, я сейчас скажу пару слов про наших спонсоров. Do'stlar, bizning topshirig'imizdan general sponsori aytganimcha, Ko'kmara Metal Sovut zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Ko'kmara Soda markasi ul vaqt bilan sinalgan sovut sava. Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'ng'aylik uchun haligi zamonaviy sovut savani siz do'stlar internet kibit aşağıda olirga mumkinsiz. Shunday qalarning bor firmaning kibitlari Ko'kmarada, bor Qozonda ish kibitlari. Aning birinchisi Pavlukina urami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan, shunday Rehat Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qavatida ham Musina urami 23B adresi bo'yicha o'rnashgan firmaning kibitlari. Borasizda mana shunday tabalar, kastrullarni olasizda, egizga tiyib qaytib ketasizda. Ты запомнила все адреса? Повтори быстрее, пожалуйста. Нет, я была занята делом, да. Итак, это просто были слова про нашего генерального спонсора. Итак, мы сейчас шинкуем, да, получается? Да, нарезаем лук. Нарезаем, да, нарезаем лук, потом сюда лук, потом получается Потом морковь. да, сверху. И потом уже рис. Правильно же? Да. Так, Шулаев Дуслар, ты пока работай, я пока про наших и про партнеров хочу сказать, то, что вот эта вся техника на этой кухне, да, у нас компания Мили.
мили компаниясы достар, что Германияда жетіштірілер, тіпін мына бұл вытяжкалар, мына бұл индукцион плиталар, ана бұл парабаркалар, духовкалар, бүтінісі, һәм алардың 100 жылдан артық традициялары бар. Мына шул ғаилә традицияларын югары инновациялар белән берләштереп, менә шундый яхшы искиткечләр һәм тәмле пешерә торган техника килеп чыккан. Шулай ук инде безнең чыгарылышыбызның спонсоры да бар, ул да булса дуслар, ЗМК Яшел Үзән сөт эшкәртү комбинаты. Менә стеллә күреп торган менә бу барлык сөт эшләнмәләре, ул сезгә танышылган очень важный корова брендлары бар, монда Васькино счастье, Огни мама, сөтләр, майлар, йогуртлар, эремчекләр барысы да ЗМК заводыннан без үзебездә кулланабыз. Мин үземнең өйгә дә һәрвакыт алам, үзебезгә һәм балаларыбызга, аларга да бик зур рәхмәт. Так, все, у меня пока все. Да? Да. Я уже успела посолить еще Да. рыбу, а сейчас красивенько выкладываю лук. А вам нравится, когда много лука? или Да, мало? мне нравится, когда очень много. Побольше. Я серьезно говорю, Да? я как мужчина, я Тогда люблю я весь лук нарежу. в любом проявлении. Вы же особенно- будете пробовать то, что я приготовила? Конечно, когда приготовите. Да, Потому что так хорошо. лук есть не буду, конечно, да? А давайте мы хотя еще почему бы нет? масло добавим в рис. Эй, молодец, вот это ты очень молодец, прям очень своевременно. Потому что масло ЗМК, особенно вот 82,5. Мы всегда такой покупаем себе. Это Ну, проценты? Да, проценты. Вот нет, там есть поменьше процент, да, 72,5. Но я понимаю, а когда Анастасия покупает себе масло, она покупает 0,5, да, но мы будем сегодня 82,5. Я прав? Да. Она Я, ищет, кстати, где- не кушаю где молочную в масле продукцию. нет масла. Я уж представил. Ну, вообще, получается, ты топишь за ЗОЖ, да? ЗОЖ – это здоровый образ жизни, понятно, Да, и питание, конечно, да? И правильное питание ПП, питание. да? Правильно? Нет, не просто ПП, Не просто ПП, а что? осознанное питание. Есть такое слово осознанное? Да, есть такое Вообще, слово ты делаешь осознанное. шаги в путь осознанности, получается? Конечно. Ты медитируешь тогда? Вот Стоишь на гвоздях? Завтра хочу попробовать заняться йогой, а на гвоздях я уже стояла. Да, и сколько простояла? Я простояла почти час. Инсайды пошли, Пошли. вскрыла. Меня вскрыло, да, Я тебе просто скажу, потому что эмоционально. да, через это тоже прошел. Да, круто, кстати, да, достар, қодаққа басуға керек. Это Лекин очень- ауылдағы теге тоқтаған қодақлар салып ана түгел, яғни махсус қодақлар болады теге. Доска садко деп аталады. Яхшы. Да, не будем забивать голову до наших слушателей. Да, конечно. Да, Тоже так не считаю. уроки по Мы медитации же сейчас готовим смотрят. Да, здесь. конечно. Самое главное, да, осознанность. Реально, когда мы, вот я не понимаю, когда вот сидим, смотрим телевизор, так, или телевизор, какой телевизор сейчас уже, да, смартфон, по-моему. А вы смотрите телевизор? Я телевизор вообще не смотрю. Я смотрю только YouTube. Да. Да. А что? А если бы смотрел? То Ну что? просто я вот часто смотрю канал ТНТ. Не, ну ТНТ у нас как он по умолчанию стоит. Просто, да? ну, как фон. Как фон. Да, как фон уже там. Итак, вот так можно сразу? Давайте я красиво Эй, сделаю. за красоту и за короля прям. Какой эстет, а? Вообще. Я пока скажу про то, что в инстаграм-аккаунте, раз уж мы сейчас заговорили, да, про соцсети там и все такое, у них проходит акция, не акция, а конкурс. Зеленогорский молочный комбинат разыгрывает недельный запас молочной продукции. Достар, agarda bir otnaliq mana shunday sut rizqlari o'taslig'iz kelsa, tezgina mana hozir ekranda ularning paydo bo'lajak bunda ZMKning akkauntlari Instagramda. Kirgizda shunda "Меняем по ссылке" degan kelgan. Ham konkursda qatnashamiz, ya'ni qatnashamiz, fotomiz. O'ngishlar tilab qolamiz sizga. Удачи. Ну, хорошо, мы можем вообще это размешать, по-моему, да? Давайте вы тогда поможете мне? Конечно, всего-то 500 рублей, моя помощь. Почему бы нет? Ну, рис хорошо, смотри, в принципе, да, сварился. Пароварка видимая. Так. Так, осознанное питание, осознанная еда была, да? Мы закончили, по-моему, да? Да. Так. То есть вы никогда не читаете книги за столом? Вы никогда не смотрите смартфон, когда кушаете? Нет, осознанное питание, оно не заключается только в том, что нельзя почитать за приемом пищи или посмотреть в смартфон. Что это? Очень много нюансов. В Я двух словах. вообще, как? кушаю очень много овощей, зелени, рыбу. Вот, например, то, что мы сейчас готовим, такое я кушаю. То есть красное мясо ты не ешь Нет, совсем? совсем. Никакое мясо не ем. Ты живешь с родителями,
Нет, я живу одна. Ну ладно, а то что я уже думал, так. А родители кушают вообще мясо? Родители кушают. Они, наверное, не одобряют твой выбор или так? Нет, Ладно, нет, доча. они очень разделяют со мной мои интересы. Но И- мясо кушают. Ну, потому что, да, они привыкли кушать мясо. И им, оп, Так, а ты как будто не привыкла, ну в им, детстве же, наверное, тоже. но им сложнее от этого отказаться, потому что они уже взрослые, они совершенно другого поколения, у них совершенно другие установки. Поэтому мне было проще сделать это. Так. Хотя я пыталась сделать так, чтобы они не кушали мясо, и несколько раз маме говорила, и она вот так на меня смотрела. То есть в один из прекрасных дней заходит Анастасия в отчий дом со своим уставом. Так, мои дорогие, мясо сегодняшнего дня. И почти на так и следующий день, было. да, ее с вещами выставили, сказали: доченька, мы лучше откажемся от тебя, чем откажемся от мяса. Да, до свидания. Когда будешь есть мясо, приходи. Ну, примерно так было. Но я слышал, что ты умеешь готовить татарское национальное блюдо эшпышмак. Да. Да? Только, говорит, без мяса. Нет, почему я готовлю с мясом? Да? Да, угощаю всех своих Сама, говорит, друзей. ем. В принципе, да. А кто научил? Сама или мама, или вас готовят в семье, я не знаю. Нет, меня научили. Я захотела, сказала своему продюсеру, и она помогла мне научиться. Продюсер же у тебя татарочка, да? Да. А продюсер мясо кушает, нет? Нет, А, это вы тоже она вместе? привела меня к тому, что мы не кушаем мясо. Все понятно, понятно. Вместе выбираетесь из сансары, да? Нет? Я порезала руку. Вау, серьезно? Да, Покажи, покажи. вот. О, с кровинушкой будет даже вкуснее. Ладно, как говорится, до свадьбы заживет. У нас вот так говорили. Вас говорили в детстве, нет? Да, У нас, видишь, очень все остро, так надо аккуратно все. да, я поняла уже Не ты, по не- ножу, что да, по всё ножу, и- остро. да, у нас все так. Тоже компания Миля. Поэтому надо аккуратно работать. Когда отвлекаешься, всегда вот так. Ничего, ничего. Сейчас это мы все уладим. Сейчас у нас осталось все уже за малым, да, только? Да, мы почти все сделали. Вот, Давайте я судя помогу. по Можно я помогу тогда, картинке. да? Так, давайте. Да, можете просто ну я, конечно, обычно так виртуально управлять моей рукой. Нет, я левой. могу так даже помочь. Я могу даже помочь немножко, да, так. Хоп, бисмилля, все. Хорошо. Я вообще А мой хочу- рецепт стопроцентно должен совпасть с рецептом Да почти, по-моему, Игоря, совпал да? уже, да. Почти уже, по-моему, совпал. Все? А вы читали рецепт? Нет, а рецепта там нету. Рецепта не прилагается. Я вообще предлагаю сейчас позвать специалиста компании Миля. Она нам сейчас все покажет, как все это сделать. И Здорово. туда отправит Давайте. пароварку, да. Итак, мы приглашаем Евгению в студию. Итак, друзья, кстати, да, знакомьтесь, Евгения, Анастасия, Очень приятно. Евгения. Вообще высококлассный специалист по технике в Миле. Итак, она все расскажет, покажет, объяснит. И вот это нашу, получается, запеканку будущую отправит в духовку, да? Да. Ну давайте, Евгения, ваш сольный выход. Здравствуйте, Булат, здравствуйте, Анастасия. Я очень рада нашей встрече вновь. И особенно на этой кухне Миле, где каждый четверг в нашем фирменном магазине, в нашей Миле студии на Назарбаева 16 мы проводим тест-драйв техники и выходим в прямой эфир в Инстаграм. Мы готовим на нашей технике те блюда, которые мы кушаем обычно, и они получаются вкусными, и это происходит легко и просто. Если вы хотите принять участие, пишите нам в директ в Инстаграм или приходите в наши магазины на Назарбаева 16 или на Чистопольскую 26. Вчера Мы в с четверг радостью. во сколько? В четверг обычно в 12, но следите за нашим сторис, мы оповещаем о времени и о том, что мы будем тестировать. И вот, например, сегодня вы готовили рис, беседовали с Анастасией, Да. рис для вас приготовила пароварка, то есть не нужно было следить за тем, что там вода выкипит, Кстати, да. беспокоиться об этом. Вы были заняты своим любимым делом, а пароварка безупречно приготовила. И в пароварке Миле можно готовить не только крупы, овощи, мясо, птицу, супы, омлеты, десерты, можно еще и размораживать и разогревать. И все это с безупречным качеством. Не перемешиваются запахи, и можно одновременно готовить. Это и быстрее, и вкуснее. Потому что любой прибор, будь то духовка или пароварка, или плита, Булат уже знаком Кстати, с нашей Анастасия, ваш техникой. клиент, я сразу говорю, потому что она
масло не ест. Да, О, всё, это да. прекрасно. За здоровое питание, осознанный вот на пароварке, все, это ее тема. Пароварка это Прям, то, да, да, всё. действительно, Реально это прям крутая. очень-очень рекомендую. Можете прийти к нам на тест-драйв и попробуйте, потому что даже если хотите немножко снизить потребление соли, пароварка это поможет, Вот, потому что, вот. естественно, не вымываются витамины и минералы из продукта. Ну что, запеканка у нас, я предлагаю, так как мы хотим, чтобы она была с корочкой, такая запеченная, готовить все-таки в духовке. Ну, давайте. да. На режиме конвекция. Отправляем Что в это духовку. означает режим конвекции? То есть там Да, работает вентилятор на задней стенке и нагревательный элемент. И теплый воздух гуляет вокруг нашей пароварки, ой, нашего запеканки, да, и готовит ее. И потом нам нужно будет, конечно, сыр немножко. да, минут за 5 до конца мы добавим сыр, чтобы была нежная корочка сырная, чтобы он растопился. Ну что, отправляем? Ну давайте. Да. Так, кстати, в духовом шкафу Мили есть не только противни, но и решетки, удобные Так. для того, чтобы разместить, например, нашу форму. Ага. Объем духовки позволяет готовить на несколько уровней одновременно. И мы отправляем туда нашу запеканку. С Богом. На режим работы, как я сказала, конвекция плюс. На температуру 200 градусов. Любой прибор Мили, он создан для того, что минут 20, я думаю, что у нас будет Да, готовить. достаточно, Поставлю да. 25. Она быстро разогреется, я включу быстрый разогрев. Сейчас, секундочку. Любой прибор Мили, он создан на семейном предприятии в Германии для того, чтобы мы готовили с удовольствием, даже если не любим готовить. А все равно приходится это сделать. И мы всегда уверены, что результат будет безупречный. И все это на протяжении 20 лет, потому что именно такой срок службы у техники Мили. Вот оно Здорово. как. Да. Приготовление началось. Все, Евгения, большое спасибо. Спасибо вам. Ну, мы вас Приятного ждем на аппетита. дегустацию С через удовольствием. 25 минут. Да, а для Анастасии мы приготовили сегодня задание, которое Ого. она должна будет сейчас выполнить на 100%. Удачи, Анастасия. Да, Спасибо. удачи вам. Итак, у нас на каждой передаче есть рубрика. Ну, как-то так или иначе связанные с нашей, получается, гости, да? И, ну, так как у нас сегодня передача идет 95% на русском языке, а я обещал тебе научить татарскому языку, я сейчас, у нас рубрика такая называется «Переведи». То есть найди правильное слово или там подбери, да, вот так. Хорошо, вот. давай. Я говорю татарское слово и дает 3 возможных правильных варианта, да. И ты просто должна выбрать вариант А, Б или С. Хорошо. Ок? Да. Договорились? All you ready? Understand me? Understand. Understand Glavashi. Итак, поехали. Итак, первое слово кишер. Может, если ты знаешь даже без вариантов, сразу говоришь. Нет, давайте Кишер. варианты. Кишер – это яблоко, это морковь, это корова. Это морковь. Подай кишер, а? Морковь. Это правильный вариант. Та-дынь. Все правильно. Это 1 балл уже есть. Итак, балык. Это рыба. Эй, молодец, варианты были заяц и лошадь. Шешек. Цветок. Наверное, должна задать. Шешектер берелерме? Эйе. Кашан соңгы тапкыр шешек бердилер? Когда цветы... Да, последний раз дарили, мне, да, вот я сказал. Несколько дней назад. Ну вот. Они шешек идет нинди. Очень красивые цветы, там большой букет, поэтому много цветов было. Он екен. Да, аңлайын. Ну, молодец, сенің продюсерің үйретті, бұқай ол сені емен. Сенің татар шейлері ширедір әлі, шулай ма? Эйреле учулю. Шей ширедір. Наверное, я говорю, на татарским чаем тебя все время Нет. угощает, поэтому ты знаешь татарский язык. Я шучу, Индия, меня такая шутка такая. Итак, китап. Книга. Здесь прямо. Баха. Вау. Бака. Баха. Варианты. Баха. Бык. Барабан. Лягушка. Лягушка точно. Баха. Правильно, правильно, лягушка. Итак, суган. Суган уже... Суган. Ну, не суган, а суган. Суган. Сегодня суган уже был у нас на нашей кухне. Лук. Да, суган тураганда көзден ештер аға. Сенің көзде еш ақмады бұл не шаптыр? Может, все плачут. Итак, дальше пошли. Тышқан. Мышка. Боишься? Да, очень сильно. Да? Очень сильно. Почему? Не знаю, это Я хочу знать, единственное. с чем связан страх. Это единственное, что я боюсь. Это прям Ты такая маленькая, такая. любых размеров. Прям вообще вот в такая любом малюсенькая. проявлении. Они такие миленькие.
Нет? Ну ладно. Ты не в деревне росла, походу? Вот поэтому и боюсь. Да. Кальте. Вот последний. Кальте. Варианты. Клетка, Мгм. ящерица и кнут. Наверное, кнут. Молодец! И это неправильный ответ. Ящерица. Кальта это ящерица, да. И вообще, татарский, ну ты же поешь текст, да? Ты же знаешь, Да, понимаешь, да, о чем поешь? да, конечно. Да? Или ты сначала говоришь, давайте мне перевод. Сначала происходит пока так, что я говорю, дайте мне перевод. Перевод сначала. Ты смотришь так, ага. Да, пойдет, подстрочник. пойдет. А учить тяжело? У тебя же приходится текст Тяжело. Еще сейчас мы ведем с преподавателем очень много разговорной речи на татарском языке. И вот это прям очень тяжело, когда она говорит с тобой только на татарском, и ты пытаешься уловить какие-то слова, чтобы их связать и понять суть того, о чем она спросила или что она сказала, и потом еще нужно ответить. И получается 50% каких-то слов отвечаю на татарском, что-то на русском. А получается в неделю сколько раз ты... 2 раза стабильно занимаюсь По неделю часу? татарским языком. Час-полтора проходит занятие. Молодец, респект. Ну и Спасибо. помимо еще, наверное, английский, и еще что-то, какие языки? Сейчас пока стабильно я не занимаюсь изучением какого-либо языка, а так английский я знаю и изучала еще французский. Пока занимаюсь только То есть татарским. мерси, бонжур, что-то ты знаешь, Je m'appelle. да? Je m'appelle, это что je m'appelle? Меня зовут. Je m'appelle, все понятно. И как говорится, шерше ля фам, да. Все знают эту фразу в мире, да? Особенно русскоязычные. Итак, ну, в принципе, все хорошо. Спасибо. Все хорошо. Ну, 5 с небольшим минусом. Я Есть могу к чему поставить. стремиться. Конечно, конечно. Ну, а вообще, вот какие трудности в изучении татарского языка? Вот тем, кто ни разу вот не столкнулся, с чего начать? Вообще главное Самое это главное, произношение. Произношение. Есть такие звуки, буквы. То есть вот это вот все, это очень сложно, особенно когда ты начинаешь петь на студии. То есть когда просто ты читаешь текст свой же, Это своей одно. же песни, это легко. А когда ты приезжаешь на студию, начинаешь это пропевать, то есть возникают какие-то трудности. Преподаватель ездит со мной прямо на студию для того, чтобы там остановить и сказать: Настя, я же тебе говорила, что в татарском не звучит она звучит она закрытая. Но так как ты изучал французский язык, тебе должно быть легче, потому что «ж» у них есть такие, да? Да, есть и Да, вообще ну, это же- как бы произношение. Немножко есть там что-то такое. И Есть в произношение татарском легко языке мне что-то достаточно французское. дается. Есть. Еще есть какая-то фраза «жюмас». Жюсам, жюмасан, Да, да. То есть можешь мыть, можешь не Да. мыть. Да, жюсам, жюмасан, жюма. Итак, ну помимо татарского языка, французского, да, английского, ладно, будем, да, стрельбы, вот вообще как у тебя запланирован день? Вот я сейчас знаю, что ты сегодня куда-то торопишься, Да. как будто все так расписано. У меня на самом деле очень расписано. Я сейчас... целый день. Вот давай, стандартный день Анастасии Макаровой. Сегодня я проснулась. Так, ну давайте, прям время со сколько? 6, Я проснулась в 7. 7, хорошо. А в 8 часов я сходила на растяжку. Уже это, получается, занятие где-то, да? Да. Растяжка, стрейчинг. Это стрейчинг. Ок. Да. Зараз так потребуюсь, я сразу. Потом я поехала к визажисту, которая собрала меня на съемки. На эти съемки. Да, с Так. 11 до 12:40 у меня прошла съемка на улице для контента моего в социальных сетях. Ок. А потом к 13:00 я приехала сюда. Уже на В съемки. 14:30 у меня будет занятие по фортепиано. А ты еще занимаешься фортепиано? Да. Зачем? Просто чисто для себя, для души? Ты же музыкант Нет, уже. не для души, просто учусь, развиваюсь в этом тоже. Хорошо, Продолжаю. ну раз уж так, я фортепиано здесь остановимся немножко. То есть ты сейчас учишься себя аккомпанировать или просто учишь какие-то произведения там, да? И произведения, Почему и, музыкант и аккомпанировать учусь. То есть С мне это преподавателем, нравится, да? Учусь с преподавателем. Развиваешься чуть Да. дальше. Хорошо, а помимо фортепиано еще какой-то инструмент ты пробовала? Флейта, Пробовала скрипка, гитару в гитара. подростковом возрасте, но мне не понравилось. Наверное, не тот был преподаватель. Хорошо. Может быть. Да, а что сейчас учишь сам последний на фортепиано? А сейчас я учу Марию Чайковскую и ее произведение, которое называется «Нитью». Нидью. «Нитью». Нитью. Нидью. Нитью. Хорошо. А из татарских? Кто тебе нравится больше? Вообще Яхина играешь, играешь? У меня, кстати, у преподавателя фамилия Яхина.
Не Гузель? Гульназ. Ага, хорошо. Яхина ничего не играешь, Рустема? Нет, Кстати, там я, классная кстати, гармония очень не играла интересная. еще татарских песен ни разу, но это хорошая Вот я тебе идея. рекомендую, да, вот сразу вот начать с песни, такой классика Рустема Яхина «Син койда идем». И вообще будет классно, здорово. Синин «Син койда идем». А, Син койда «Син идем. койда идем, койдарда едем». Ну там у него гармония интересная и красивая, и мелодия тоже. Очень мелодичная музыка, и фортепиано тоже. Он просто был пианистом очень классный композитор. Ладно, дальше пошли. Итак, ладно, фортепиано, уроки потом. Дальше татарский. Сегодня Да. День татарского языка. День татарского языка. Да, супер. Хорошо, дальше. Дальше Это уже у сколько? меня- Во сколько? 16? 15? 17? Это в 16:30 у меня заканчивается. В 16:30, 17:00 у меня закончится татарский язык. Потом у меня есть буквально час свободного времени, но я там, может быть, покушаю. Может И- быть, а может просто воздуху покатаюсь. Вот, а Всё потом у меня тренировка с тренером в спортзале. Фитнес. Фитнес. Да, Я думал, тяжелый металл там тянешь. Нет? Просто своим весом, да? да. Получается. Вот. Ну и, в принципе, все. Потом уже... Потом уже вечер. Вечер опять медитация есть? Нет. Путь к осознанности, там, шажочки делаешь каждый вечер, нет? Может быть, почитаю какую-нибудь книгу, кстати. Мне нравится вечерами читать или посмотреть какой-нибудь фильм. Фильм. Да. Романтический, наверное. Нет, Нет? почему? Мне нравится... Какие жанры в основном? Недавно я посмотрела сериал «Миллиарды». Это достаточно такой психологический сериал. Очень интересный. Про что? Про деньги? Ну, я такой, миллиарды про деньги. Нет, не про деньги этот фильм. Этот фильм про отношения людей, про то, какие мы разные люди каждый год. И про то, как люди могут измениться и повести себя совершенно неоднозначно и неожиданно в той или иной ситуации. Ну что, ну хорошо, из татарских вот, получается, из татарских артистов, певцов, певиц, есть у тебя кто-то какой-то кумир, куда-то там эталон на тебя, да? Вообще слушаешь татарскую музыку? Я слушаю татарскую музыку, и мне нравится достаточно татарская музыка. Слушаю и современных, то есть артистов, с которыми мы видимся и выступаем. Да-да-да. И слушаю такие группы, например, как Айфара. Но это слушаю не я. Это слушает мой продюсер, да, я уж... А я слушаю вместе с ней, соответственно. Мне приходится Но мне слушать. очень нравится песня Кельсин, которую исполнял... А Фискема, что ли? Да. Кельсин. Кельсин. Вот прям, вот я когда услышала впервые эту песню, я просто постоянно А не теперь ее хочешь перепеть слушаю. просто там, или для себя только просто? Нет, ни в коем случае. Не, я не говорю, что в плохом смысле, надо перепеть просто так. Или просто научиться на фортепиано. Классная песня. Так, книги татарские не пробовал читать? Книги нет, но учу стихотворения. Алифба. И Алифба, кстати, Алифбу мне подарили на день рождения. О, серьезно? Отгадайте, кто подарил? Продюсер игры? Да, конечно. Ну ладно, я уже не буду, конечно, спрашивать, да, про личную жизнь, да, есть ли этот человек, нет ли этого человека, свободно ли ваше сердце, да, ну, для наших телевизионных Ну, у зрителей. творческого человека никогда не может быть свободным сердце. Нужна всегда влюбленность. чтобы Конечно, творить. это же прекрасное чувство. Конечно, естественно. И еще лучше, если эти чувства взаимные. Искренне. Вот. И осознанно. Хорошо сказал, да? Ладно, достар, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша дип уйлый күрмәгез. Безнең әле дегустациясы бар. Берничә минуттан без инде монда хәзер сезнең белән бергәләшеп Анастасия пешергән запеканканы ашап караячакбыз. Аңлыйсыңмы мин дигән? Аңлыйм. Махсус татарча әйтәм. Һәм без билгеләячәкбез. Анастасия җиңдеме бүген? Җиңде беләсеңме нәрсә дип сорау? Жеңді, нет, не знаю. Мы узнаем, победила ли Анастасия, яйся Игорь җиңдеме. Игорь Анастасияга каршы. Менә бу таба өчен көрәшәбез, сезгә төшерәбез. Күпмара табасы кайсына эләгер Анастасияга, яисә Игорьга. Киттек, дуслар, ә хәзергә карыйбыз тәмле көрәштә тәмле реклама, аннан соң дегустация. Достар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген җырчы Анастасия Макарова. Көрәшә ул Игорь Бурмистров. Игорь исемле
біздің телевизион тамашашыбызға мына шундай запеканка фотографиясын жіберген еді Игорь, һәм шундый ук пішеруге тырышты Анастасия, һәм біз қараймыз. Туры келеме, юкмы? Я говорю, да, подойдет, не подойдет. Я говорю, в смысле, похоже, не похоже. Смотри, в принципе, смотри, да? В принципе, у тебя даже пышнее даже как-то. Ну, по внешнему виду, так и быть, я ставлю тебе 5, то есть Спасибо. победу присуждаю тебе. По внешнему виду пока еще. По внешнему виду, Да, да. это еще пока 55% успеха. Может, даже 50 я хочу попробовать, я все-таки дегустацию сделаю, ну, тут я, наверное, сам справлюсь. Вы рыбку Да, попробуйте. и рыбку возьму обязательно, я рыбу очень люблю. Я очень, кстати, люблю вот такой вот сыр плавленый. Так, я захватил сыр, захватил рыбу. Я захватил немного риса, да, еще рис я тоже могу побольше взять. Итак, лук, все есть. Да. Посолила точно? Да. Бисмиллахиррахманиррахим. Вкусненько. Очень даже ничего, Игорь. Так что, Игорь, извини, I'm sorry, гафуи. Но победа присуждается Анастасии Макаровой. Молодец. Спасибо. Да, аплодисменты. Это раз. Раз уж мы победу присудили, должен быть и приз. За что мы сегодня боролись? Боролись вот за эту сковороду. Кстати, на каждой кухмарской сковороде, будь то сковорода, казан это, или кастрюля, да, всегда надо посмотреть, вот так, посмотреть. Есть ли надпись Кукмара? Если есть, Кукмара Made in Russia, значит это оригинал. Значит не подделка. На самом деле так. Хорошо. Да. Когда всегда будешь покупать в магазине, там где-то, или где-то в другом городе, например, да, смотри, ладно. Вот эта сковорода присуждается от нашего генерального спонсора тебе, как победителю сегодняшнего выпуска. Я хочу подарить ее Игорю. Серьезно? Да, чтобы Игорь радовал нас, возможно, своими новыми рецептами, и чтобы эта сковорода порадовала его в готовке новых Порадовал, блюд. ну, наверное, в первую очередь семью, да, мы как бы топим за Но семью. мы сейчас там, он говорим же- об Игоре, Да, да. он Ну, прислал Игорь нам этот свой, рецепт, да, конечно. да. Поэтому я передаю этот приз Игорю Бурмистрову. Игорь, смотрите, какой жест. Давайте так, когда у нас вот артисты, у нас не первый случай, вот так артисты дарят нашим телезрителям, да, как бы сковороду, мы всегда берем с них слово, да, что Игорь обязательно возьмет билет на концерт Анастасии Макаровой, хорошая идея, на самом который будет деле. проходить в городе Альметьевск. Или там рабочий поселок Джалиль. Ее Или нравится. мы пригласим его в город Казань. Да, Игорь, так что, да, приезжаешь за сковородой и заодно посетишь концерт. Все, договорились, да? как Приятного будет? всем Конечно. аппетита. Большое спасибо, Зурахмат, Анастасия, Спасибо то, вам. что пришла, да, нашла время в своем плотном графике, да. Весь график мы сегодня расписали. Да, удачи тебе, Спасибо. успехов, да, на нелегком поприще. Конечно же, еще раз говорю, творческих успехов. Творить, главное, чтобы душа пела, да, чтобы сама радовалась этим песням. Продюсер, чтобы радовался. Продюсер у тебя молодец. Идет в правильном направлении, учит татарскому. Ну и чтобы у тебя очень было много поклонников, поклонниц, да, зрителей. И были аншлаги твоих будущих концертов. Концертах. Сольных, давайте вот так, Да, да? да. Отправим мысли в космос. И сегодня попрощаемся. Соболашабыз достар сіздің білен. Шулай тәмлі крәшні қарап барыңыз ТМТV телеканалында. Әр атна сайын тәмлі яшик, тәмлі ашик. Сау болыңыз достар, аштарыңыз тәмлі болсын. Пока-пока.